Okay, thank you very much. One more time. Welcome for all of you all. Thank you very much for coming to the lesson. I hope you will get something useful and interesting for yourself. Так, добро пожаловать на наш очередной урок. Надеюсь, вы получите для себя что-нибудь полезное и, конечно же, что-нибудь полезное. Так, окей, I will demonstrate. Всем видно? Yes, we can see. Yes, okay. Окей, теперь могу попросить выключить все свои микрофоны, пока презентация закончится. И когда мы начнем уже практиковать, мы уже включим, окей? Окей, let's start. Сегодня мы будем изучать нюансы, которые мы пропустили в прошлом уроке. Здесь тоже будет очень много интересного. Давайте начнем. Первое, что я бы хотела рассказать, это неопределенная форма глагола infinitive и частичка to, произношение согласных буквосочетаний. Да? Мы на прошлых уроках говорили о гласных буквах и как они произносятся. И, конечно же, упомянули несколько буквосочетаний, которые нам нужны именно в использовании английской речи. Сегодня в первую очередь у нас ч, к и н. Мы говорили о них, но мы немножко поверхностно прошлись. Сегодня чуть поподробнее. C и H, буквосочетание согласных, дает нам звук Ч. Вы можете увидеть в квадратных скобках, как это будет читаться именно в транскрипции. Children, teacher, church. То есть прямо как наша любимая буква Ч, да, в русском и в кыргызских языках. Буква, звук К. Double К, да, и некоторые говорят C и K. Они, если вместе идут, это буквосочетание читается как К. Duck, lucky, duck – это утка, lucky, sick, еще есть black, back часто из употребляемых слов. И N и G. Если вместе идут N и G, мы читаем как N. Джангах, да, мы произносим. Song, king, singing, dancing. Инговое окончание, где прибавляется, там мы очень часто используем этот звук N. Next is a F. Есть у нас в английском алфавите буква F, но помимо него есть еще и звук F, который нам дает буква P и H, и их сочетание дает нам звук F. Elephant, phrase, phone, smartphone. Следующее C и H. Тоже часто используемых звуков. Вместо буквы Ш у нас есть звук Ч. Да? Это буквосочетание согласных дает нам звук Ш. В транскрипции, как видно, это как продленная буква С. She, она, ship, fish, shop.
И здесь немножко поподробнее расскажу. Этого звука ни в русском языке, ни в кыргызском языке у нас нету. Одновременно этот T и H дают нам звук нежный, да? Z похоже на Z. И более такой жесткий, похожий на букву С. То есть это все произносится как... Представьте, да, вот перед зеркалом встали и произносите этот звук. Ваш кончик языка находится между верхними и нижними зубами и будто бы произносите букву Z в первом случае, да? Then, затем, да? Together, with, father, mother, какие еще? Brother, grandmother. То есть это более нежнее, как будто бы произносите букву Z, только ваш кончик языка находится между верхними и нижними зубами. А нижнее, как да, у нас в транскрипции показано, этот звук похож на букву С. Тоже так же произносим межзубно. С. Thank you. Спасибо. Think. Думать. Thing. Вещь. Both. Nothing. Something. Так. Здесь нашла вот такую картинку, вы можете также в Гугле найти, побольше, скажем, прям наглядно показано, какие буквосочетания, да, в первом столбике, во втором показано похожие, да, на в русском алфавите, как это все будет звучать. И третье – это примеры. Я могу прочитать, чтобы нам чуть-чуть было слышно. She, ship, fish, phone, photo, nephew, this, that, the, think, thick, famous, what. Так, этого у нас не было. W-E-M-H. Произносится у нас в двух разных вариантах. Первое как о. What, when, white, while, where. Второй случай это как х. Who, whom. Так, и еще одно буквосочетание согласных это K и N. Многие думают, путают в начальных этапах. Например, я знаю, I know. Пишется I know, читается, произносится I know. Или же, например, когда изучается часть тела, вы можете наткнуться на слово колени, да? Ни. Пишется через К. Кни. И это одно из тоже правил буквосочетания. Если же вместе К и Н идут, то мы произносим его просто как букву Н. Так, next. I can go further. Здесь отдельно в слайде указала две буквы, которые очень многие путают, когда именно начинают читать. C и буква C и буква G. У них очень похожее, так скажем, похожее правило. В первом случае, допустим, C, когда мы читаем C и когда мы читаем как К, например, cat, да, или же city. Есть единственное правило. Так, моей мышки не видно, да, на экране у вас? Так. Видно, видно. Видно? Окей. В первом случае вот И буква первая идет, I и Y. Это три гласных букв,
которые решают, да, будет ли эта буква читаться как C, S или же как K. Если после этой буквы, тут тоже читать, да, то есть не в голубом цвете, я немножко переделала. Если после буквы C идет буква гласная И, I или Y, то эта буква читается как C в алфавите. Как она есть, так и читается. Да? Например, city, center, sign. Видно, да, тут? Вот C буква идет, второе I. C идет и в конце. Ой, после него C и Y идет. То есть вот эти гласные звуки смягчают. Так, идем второй случай. Когда читается как К. Во всех остальных случаях, кроме вот эти E, I, Y, если их нету, во всех 22 случаях читается как К. Например, cat, coffee, music, cat, что еще? Consonant. В любом случае уже будет читаться как К. Единственное, смотрим после буквы С, есть какая буква гласная, и I, Y или нет. И все, решаем, как С читаем или как К читаем. Идем дальше. Следующая буква. Тут то же самое идет. Если вы поняли первое правило, тут используем то же самое. Буква G. Как джинсы, да, произносим букву G. Если же после этой буквы G идет И, I и Y, мы произносим его как G. Например, gym, giant, language. Вот, например, даже разберем вот это слово language. После первой буквы Г, которая у нас идет буква Ю. Даже если она гласная, она, получается, не эти три буквы. Наши I, Y и И. Поэтому мы здесь читаем как Г. Language. И во втором случае после буквы G идет И. И здесь наше правило говорит, что эту букву G читаем как G. И language. Еще. И второе. В каком случае читаем как Г? Тут уже все ясно, да? Если же только E, I, Y нету, тогда мы читаем его как Г. Good, group, guardian, grandma. То есть уже пошло-поехало как Г. И единственное, есть некоторые слова исключения, которые нужно читать так, как они есть, как исключение, да? Несмотря на то, что в слове get вторая буква И, мы оставляем, то есть читаем как get. Не jet, а как get. Give, слово give и go. Несмотря на то, что после буквы, в обеих случаях, после буквы G идет I, мы читаем как G. Give. Что случилось? Салфетку несу? Да. Или тайнишки. Так, I'm sorry. Give, давать. Girl, девочка. Здесь есть кто-нибудь, кто учил в школе неправильные? Так, видно. Так, напишите, пожалуйста, кто учил в школе правильные или неправильные глаголы. В конце книжки обычно есть такие столбики. Окей, отлично. И первый столбик, да, вам объясняли, что это инфинитив, да, первичная форма глагола, неопределенная форма глагола, которая еще не склоняется, да, например, в русском языке мы склоняем «я иду», «ты идешь», а в первичной форме окончания это «т» остается, например, «есть», «пить», как в этом случае. Вы можете тут посмотреть на экране. Вот эта частичка «тю» у нас показывает суффикс «те». Кушать, да, хотеть, приходить. И «тю» определяет, что у нас пока что глагол
неопределенной формы. То есть это настоящее, прошедшее или будущее время еще не определилось, да? И еще не определилось именно personal pronouns. И тут мы узнаем, что это неопределенный глагол, и частичка to показывает нам, что это форма infinitive, то есть basic form в некоторых книжках еще пишут, что это базовая форма. Так, окей, например, to eat, to drink, to want, to come, to listen, to see, to read, to write. Next, please. Так, тут немножко поподробнее написали. Например, вот неопределенная форма с окончанием «т», это уже сказали, вы можете заскринить или потом загрузить себе на телефон, на компьютере и повторять, да? Так, здесь есть пример. Например, I want to eat a sandwich. Я хочу съесть бутерброд. I want to drink a glass of water. Я хочу выпить стакан воды. Что делать? Да? То есть, видите, используем to drink, переводится есть, пить с окончанием «т». I want to read a book. Я хочу прочитать книгу. I want to write a message. Я хочу написать сообщение. I want to see you. Я хочу увидеть тебя. I want to listen to you. Я хочу послушать тебя. В первом случае тут infinitive показывается, а во втором случае используется как предлог. Предлог to кого чего. Так, I want to come to you. Я хочу прийти к тебе, или приходить к тебе дословно. Так, окей. Так, вот, то, что я сказала, да, предлог to обычно показывает направление к чему-то, поэтому лучше всего переводится с русским предлогом к, да, to you, к тебе. Так. Окей, здесь уже потом это для вас. Можете подробнее потом посмотреть. And let's practice. Так, перед практикой. У кого-нибудь есть вопросы по пройденному? Все понятно. Все понятно? Окей, теперь мы можем немножко попрактиковаться, да? Если есть желающие прочитать, можете прочитать. Who's raised the hand? Эльнура raised the hand. May I read? Так. Окей, я кому-то включила. You can start to read. May I read? Okay, let's read. He comes and goes when he wants. Перевод тоже, да? Да, можете. Он приходит и уходит, когда захочет. Let's go to the zoo. Come with us. Давайте сходим в зоопарк. Пошли с нами. She comes to me and says, let's go to a shop. Она приходит ко мне и говорит, давай сходим в магазин. Go home and eat some food. Иди домой и поешь немного еды. Отлично. Thank you very much. Okay. Who's next? May I? Okay. Who is that? Can you tell me your name? Ilgis. Okay, Ilgis. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm okay too. You can start to read. Children, listen to the song. Дети, слушайте песню. An elephant lives in the zoo, but it wants to live in the wild. Слон живет в зоопарке, но он хочет жить среди дикой природы.
Okay. Все читать или кто-то еще хочет? You can read. Удачи вам, ребята, до этого. Мгм. I want to see the world. Я хочу увидеть мир. He wants to drink beer, and she wants to drink wine. Good luck to you guys. Он хочет выпить пиво, а она хочет выпить вина. Удачи вам, ребята. Okay. Can I tell you one Can I? thing, Ilgis? You can try to go to next class. Вы знаете, да? Next class, English classes по воскресеньям для продолжающих. Да. А еще там? У нас, да, если вы знаете, вот у нас по воскресеньям после урока джаз проходит английский для продолжающих. Вы очень хорошо читаете. Я думаю, вам будет еще полезнее побывать там. То есть там больше будет информации загруженности. Тут немножко попроще. Вы читаете очень четко, и я думаю, что для вас это слишком легко. Ну, конечно, вы можете и тут посещать, какие-то пробелы, да, заполнять, но попробуйте там тоже, окей? Все, спасибо, хорошо. Okay, thank you very much. Who's next? Can I? Okay, you can tell your name first and start. I am Miriam. Mhm. Thank you. How are you? I'm okay. How are you? Thank you. I am fine. How's your mood today? What? Mood, настроение. Как ваше настроение? Very good. Nice. Thanks. I start. Okay, you can start. Okay, thank you. They like to eat breakfast every morning. Они любят есть завтрак каждое утро. She likes to write a lot of messages to her friends every evening. Она любит писать много сообщений ее друзьям каждый вечер. He sees a lot of fish in the water. Он видит много рыбы в воде. I see you online every day. Я вижу тебя онлайн каждый день. Okay, thank you very much, Miriam. Ага. Окей, у нас еще будет упражнение, так что готовимся. The next is чуть тяжелее, да? Вам нужно будет... Так. Вы можете писать в чате, но я думаю, будет еще полезнее у себя в тетради где-нибудь записывать, да? Давайте переведете предложение с английского на русский язык. I can give you Можно я? some time. Хотите устно сделать? Давайте. Кто сразу? Хочу попробовать. Who's that? Эльнора or Перизат? Перезад. Перизат, okay, you can try. Let's go to see an elephant in the zoo. Пойдем посмотрим на слонов в зоопарке. Да, правильно. Next. Давайте по два хотя бы. Listen to the song, I like it. Послушаем музыку, мне нравится. Послушаем музыку, да. Мне это нравится. Окей. Children come home every evening and want to drink a lot of water. Дети по приходу домой каждый вечер хотят выпить воды. Много воды. A lot of water. Много воды. Окей. He says to me, I want to run to the shop. Он сказал мне, я хочу сбегать в магазин. Да. Отлично. Thank you very much. Next. Okay. Эльнора, you can read. Мне дальше читать, да? С 5-го. He wants to drive a train.
Окей. У кого включен микрофон, но не говорит, можете выключить? Лишний шум идет. Я удалила предложение, потому что было тяжелое. Так, окей. Whatever. Вот это предложение не переводим. Ключ. Отлично, спасибо. Так, кто-то уже письменно все. Так. Магазин. Кто-нибудь пока еще будет устно переводить? Я сейчас пока в чате читаю переводы. Так. Someone else? Тазим, Умар. Так, окей, Мерим, давайте вы попробуйте. Так, кто-то поднял руку. Окей. Можно, да? Да, давайте. Вы перевели все? Ага. Угу. На какое предложение остановились? После слова key. Key. Ключ. We want to help you with the food. Мы хотим помочь вам с едой. И we want to drink a bottle of wine and they want to drink a bottle of beer. Мы хотим пить бутылку вина, и они хотят пить бутылку пива. She likes to read a lot of books. Она любит читать много книг. Ей нравится. Ей нравится. Нравится, да. Like нравится, love любит. Да. Ей нравится читать много книг. И I like to write a lot of message every day. Мне нравится писать много сообщений каждый день. They like to cook fish for breakfast. Они любят готовить рыбу на завтрак. Любят готовить, да? Отлично, спасибо большое. Окей, thank you very much. Так, думаю, этого достаточно. Сейчас переводить еще. The next slide will be the next exercise. Здесь наоборот, то есть у нас есть предложение на русском языке, и нужно будет перевести на английский. Кто первый? Также можем устно делать, или же можете в чате написать свой вариант. Перезад Мелисова подняла руку. You can translate. Go. Так, активнее, ребят. Используйте время с пользой. Майрам, you can try. Hello. Hello. I want to try. Okay. Иди скажи, я хочу увидеть мир с тобой. Let's go until here. I want to see the world. Хорошо, но немножко поправлю. Можно, да? Let's go мы говорим, когда с собой зовем. А здесь мы говорим go, сиди, and tell her, да? Tell, say her тоже можно. И в кавычках вы правильно, да, перевели.
Я хочу увидеть весь мир с тобой будет I want to see, да? I want to see the world with you. Мгм. Давай отвезем тебя домой. Let's we will take you we will to take you home to home. Так, кто поможет? We will take you. Who wants to help her? Давайте попробуйте еще следующее. Потом Мгм. вернемся. Я хочу выпить стакан воды, а она хочет выпить стакан вина. I want to drink glass of water. Water. Мгм. She wants to drink glass of wine. Yes, отлично. То есть вы здесь использовали правильно. She wants to drink. И в первом случае I want to drink a glass of water and glass of wine. Отлично, спасибо. Давайте пока второе оставим, потому что если я сейчас скажу, другие не будут переводить, хорошо? То есть первое и третье мы перевели. Thank you very much. Старайтесь записывать для себя, окей? Thank you very much. Too. Так, Ренат, ride you не говорим. Ride мы делаем с bicycle and horse. То есть ride a bike, ride a horse. То есть мы оседлаем. Take you мы говорим, да, в основном. Take me to the moon еще говорят, да? Давайте попробуйте еще ваши варианты. Who wants to try to translate these sentences from Russian to English? Me. Who is that? I am Nazira. Oh, Назира, окей. У вас включен? You can try. Можете попробовать со второго, или же можете дальше с четвертого продолжить. Второго или четвертого? Четвертого, Хорошо, да? давайте четвертое, да? He writes book and she read it. Them, их. Yeah. Будет them. Это предыдущий урок, да? Давайте еще раз. He writes book and them. Нет. And she reads them. Мгм. То есть здесь немножко поправлю. Здесь у нас simple present, да, мы это будем еще проходить. В конце, в таком случае, в единственном числе с третьего лица мы прибавляем букву s в конце глагола. Это будет звучать так. He writes books, да? Да, в конце s. Он пишет, writes books, and she reads them. И она читает, да, тоже в конце. Reads them. Окей, давайте попробуем еще. Как это будет? Здесь прошлый урок вспоминаете? Были на прошлом уроке, да? Нет, не было. Так, попробуйте посмотреть прошлый урок, там видео прям классное есть. Там мы в прошлом уроке говорили о личных местоимениях и в качестве дополнения тоже. То есть именительный падеж, да? Помните, кто на вопрос отвечает кто что. Здесь им, это будет they. Им нравится бегать. They нравится, как будет? They like. Infinitive форму предлагаем. To. Бегать знаем, как будет?
Run, да. They run. They like to run. They like to Быстро. run. У нас слово есть быстро. Fast. 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 Отлично. Кто-то там подсказывает. Давайте еще раз соберем предложение наше. They like run fast. To run. They like. They like to run fast. Сойдет. Okay. Thank you very much. Who's next? Кто-то уже полностью. Давайте, продолжайте, если хотите. I look. Ой, sorry. Just a second. Так. I look dog, cat, duck, and elephant at zoo. Только look — это смотреть, то есть пристально смотреть. Да, здесь используем see, слово I see. see. I see. I see a dog. I see a dog, a cat, a duck, A dog. and elephant. An elephant. And elephant at zoo. Okay, thank you very much. Спасибо. I want it. Как будет? Sandwich. Sandwich with fish. Хорошо. Дальше. Let's listen to music. I like it. Да. Хорошо. I Окей. help. Да, читайте. Ладно. I help to my mom. До конца. Cook breakfast every evening. Morning. Morning. Так, еще раз. I help to my mom cook breakfast every morning. Отлично. Немножко вот здесь to. I help my mom или mother Help my to mom cook или да, to make a breakfast every morning. И последнее. Good luck, children's. Children не используем. Это children уже ребята, да, то есть от слова child. Есть child, ребенок, children это уже множественное число. Поэтому good luck, children. Good luck, guys. Или да, можно good luck, guys, да, boys, girls, там, Good с кем luck, бы там. guys. Можно так тоже сделать. Okay, thank you very much. Кажется, на этом все. Есть вопросы? Так, в чате тут тоже написали, да? Go and tell her. Drive you home. Let's take you home. Жиза. Музыка. I like this song. I help my mom prepare breakfast. Да, prepare, подготавливать тоже пойдет. To cook, готовить. Prepare, готовить. Prepare, готовить, это как подготовка, например. Готовка к экзамену, да? I prepare for my exam. Или же придут гости, я готовлюсь к гостям. Именно готовить, как будет либо cook, либо make, или bake, или fry, или boil. В зависимости от еды, да, как она готовится.
Good luck, guys, да, тоже можно использовать. They like to run fast. Let's listen to the music. Listen to the music. Да. Так, здесь Мирим со всеми артиклями, да, написала. Давайте прочитаем. I see a dog, a cat, a dog, and an elephant at the zoo. Молодец. I want to drink a glass of water. She wants to drink a glass of water. Окей. Отлично. Есть вопросы, ребят, по пройденной теме? You can ask me. Нет вопросов, все было очень отлично. Окей. Если нет вопросов, то у меня тоже на сегодня все. Мирча, будет ли какая-нибудь activity или тесты? Если нет, то мы можем завершить. Да, у меня тоже нету. Сейчас мы выключим. Ага. Еще урок будет же после нас, поэтому мы можем... Следующий